Ответ на вопрос, как сделать хороший текст, на самом деле очень простой. Садишься и делаешь. На баркэмпе мы с Олегом должны были поговорить о правилах сторителлинга и о том, как создавать качественные медиапроекты. Сторителлинг — понятие достаточно обширное. Расскажи, что ты подразумеваешь под ним и о чем мы сегодня поговорим. Если прям буквально перевести, то сторителлинг — это рассказывание историй. Все наше общение, тем более наше общение в дивном новом цифровом мире, это взаимодействие между медиа. Мы создаем контент, мы потребляем контент, мы обмениваемся контентом. Умение написать хороший текст рождается в первую очередь из желания постоянно создавать контент и отслеживать реакцию на него вашей аудитории, ваших читателей, зрителей, слушателей. То есть ты сейчас расскажешь эти правила? Да, это набор типовых инструментов, которые, в принципе, можно применять к совершенно различным ситуациям. Можно ли обходиться без них? На самом деле, я часто привожу в пример такую штуку, которая называется ошибка выжившего. Люди очень любят инструкции, 10 способов, 10 шагов к успеху от Стива Джобса, или книга «Как Илон Маск запустил Теслу в космос». А на самом деле люди, у которых не получилось сделать Apple, люди, у которых не получилось запустить Теслу в космос, делают инструкцию, нет? Нет, они просто не пишут книги. Те инструменты, о которых я говорю, если просто их последовательно применить, получится достаточно хороший контент. Если вы готовы ограничиться достаточно хорошим контентом, то просто делаете этот инструментарий, и что-то на выходе будет. Мы создали эти советы для тех случаев, когда у авторов есть тема, есть желание ее писать, но есть затык, я не знаю, как писать, помогите мне. Да, с какой стороны подойти, с чего начать. Может быть, даже это инструменты для того, чтобы... Главное, это справиться со страхом чистого листа. Мы всегда просим автора в первую очередь, в случае затыка, я подчеркну, определить тему текста, идею текста. Я всегда задаю вопросы, о чем текст и про что текст, потому что про что текст — это, в общем-то, те конкретные события, о которых мы пишем. Например, мы пишем о выборах, Заречная область, а в ней мы пишем о выборах. Это тема. Внутри этой темы находится вся фактура, которую мы будем собирать. Идея текста — это вывод, который мы можем сделать. Это фокус, это поворот. Мы можем написать о том, как выборы помогают гражданским активистам решать какие-то локальные проблемы. И мы можем прийти к выводу, что они не помогают, или наоборот, шикарно помогают. Мы можем написать о том, как фальсификации искажают волеизъявления, если эти фальсификации есть. Или, например, с помощью каких инструментов граждане могут повлиять на исход выборов. Например, все это идеи при одной очень четкой теме. Мы пишем о выборах, про выборы в каком-то конкретном регионе. А как только мы определяем тему и идею, у нас сразу же возникает, мы переходим к следующему нашему... А если допустим, тема — это выборы, хочется, знаешь, бывает так, хочется написать про выборы, да. А не знаешь, а что? В этом отношении самый лучший способ — поставить себя на место читателя. Что он хочет прочитать. Да, что ваш читатель хочет об этом узнать. Если вы журналист, если вы занимаетесь журналистской работой и рассказываете людям о том, как устроен мир вокруг них, то в первую очередь мы должны исходить из интересов читателя. И опять же, если это какой-то большой крупный СМИ, то он прописан в редакционной политике, для кого мы работаем, на какие вопросы мы отвечаем. Если это какой-то личный медиапроект, например, условно говоря, мой такой протяженный во времени блог, который я веду у себя в Фейсбуке, например. Это тоже медиа, и в принципе я к своей странице в Фейсбуке отношусь не как к складу фотографий, а как к некому инструменту, с помощью которого я общаюсь с некоторым количеством людей. И самый простой способ — это найти человека, похожего на того, для кого вы пишете, и просто у него спросить.
И можно, вот про те же самые выборы обычно может быть ответ: вы знаете, я политикой не интересуюсь, там как бы и так далее. Мы можем дальше уже тянуть за эту ниточку. Почему не интересно? Да, почему не интересна политика? Почему эти выборы не интересны? Как бы, когда это наступило? И мы из темы про выборы мы можем вычленить уже такую социологическую идею, как политика перестала быть интересной. Это тоже такая классная штука, в которой можно и нужно там ковыряться. Но если вы работаете на аудиторию больше одного человека, просто представьте себе эту аудиторию, создайте вот ментальный какой-то образ этой аудитории, или еще лучше просто сходите и спросите у нее. Возвращаемся ты начинал про второй инструмент. Да, второй инструмент. Мы определились с темой, мы определились с идеей, и вот дальше первая такая по-настоящему сторителлинговая штука, она идет из теории литературы на самом деле. Опять в школу? В университет. Я знаю огромное количество людей, которые на журфаке говорят: мне то, что я учил на журфаке, мне не пригодилось. Я пришел в редакцию, и первое, что мне сказали: забудь то, чему тебя учили на журфаке. Классическая история. Мне в моей первой редакции сказали именно так: да, молодец, Олег, красный диплом, все, забудь. Вот, на самом деле курс теории литературы, нет, именно теория литературы, вот, это был один из самых полезных курсов, потому что лично для меня он раскрыл две вещи, которые, в принципе, если вы делаете контент отличным просто от там «Я и моя собака», да, или «Вот случилось ДТП», он всегда помогает. Это штука, это два понятия, которые называются сюжет и фабула. Фабула – это набор тех фактов, которые нам удается выяснить. Например, мы писали большой текст про разлив нефти в Республике Коми, и мы собирали огромный пласт информации о том, какая компания, сколько нефти, действительно ли столько нефти, как отреагировали власти, как люди, у нас ездил специальный корреспондент Макс Поляков туда, он просто разговаривал с людьми, вот все, что он собрал, все, что он видел своими глазами, все, что он может подтвердить, укладывается в фабулу, набор фактов. Сюжет – это то, как мы выстраиваем текст. И на самом деле сюжет – это, вот я всегда рекомендую тоже читать две классные книжки «Тысячеликий герой» Джозефа Кэмпбелла. По ней, кстати, основываясь на инструментах из этой книги, Джордж Лукас снял «Звездные войны». Я когда читал Кэмпбелла, я думаю: о, привет, Энакин, ну отлично! Советский исследователь прав, он просто изучал вот эти элементы, из которых построена сказка. Но вот здесь мы можем прям вот даже не читая этих книг, особенно Кэмпбелла, там очень заумным языком на самом деле написано, непривычным как бы человеку там третьего десятилетия 21 века, вернуться, собственно, вот в 6 класс литературы. Завязка, развитие сюжета, кульминация, развязка. Иногда, вот, особенно когда мы с Максом обсуждали вот этот текст про Колбу, я говорю: давай еще проще поступим. Удар, а потом катарсис. Вот как раз, когда мы делали этот текст про нефтеразлив, у нас получилась довольно такая парадоксальная ситуация, когда Макс сдал первый драфт текстом, я на него смотрю, и здесь я понимаю, что сюжет совпадает с фабулой. То есть хронологическое изложение событий. Да, тогда-то случилось вот это, тогда-то случилось вот это, нефть утекла там туда-то. Таймлайн. Да, это таймлайн, как бы это тоже, в общем, сюжет действительно может совпадать с фабулой, может совпадать с хронологическим развитием. Иногда мы можем поиграться с фабулой и выстроить сюжет по-другому. И я предложил Максиму совершенно другую композицию. Он сказал: Олег, ты хочешь, чтобы я переписал весь текст? Я сказал: вообще да. Я предложил ему выстроить это с точки зрения, как говорили, опять же, вот в учебнике литературы, лирического героя, то есть журналиста, который постепенно узнает информацию. То есть журналист приезжает на место, он видит людей, которые выгребают нефть. Потом он общается с представителями местной администрации, которые рассказывают ему то, что называется официальной версией. Потом он видит реакцию компании, потом он видит реакцию республиканских властей на это. И напряжение, вот здесь мы показываем, как возрастает масштаб, да, потому что местные жители, и когда мы смотрим на эту историю глазами местных жителей, они видят вот конкретно эту заводь, вот конкретно с этим ведром вот этой страшной черной жидкости. Когда мы доходим до комментариев компании, когда мы доходим до реакции республиканских властей,
мы видим масштаб, да, то, что это огромное количество нефти, которое просто плывет по бассейнам северных рек в сторону Белого моря. И вот здесь, кстати, вполне допустимо показать этот масштаб на карте. Мы, собственно, так и сделали. Вот. И здесь завязкой была именно встреча журналиста, первое впечатление журналиста от встречи вот с нефтеразливом. А кульминацией было осознание, причем осознание не только с точки зрения автора, но и с точки зрения власти, осознание вот всего масштаба этого процесса. Потом наступает развязка. Да, развязка может быть трагическая, развязка может быть как бы да, позитивный, может быть открытый финал, но тем не менее потом в тексте наступает время выводов. И выводы тоже можно дать там, условно говоря, словами экспертов, если мы говорим о там, журналистском тексте, можно дать эмоциональными впечатлениями самого журналиста, если мы говорим в таком более субъективном репортажном ключе. Но динамика фабулы, да, то есть вот развитие событий, она довольно равномерная, потому что нефть, она примерно с одной скоростью плыла. Динамика текста, мы ей управляли вот до того момента, когда у нас наступала кульминация, то есть полное осознание той экологической ситуации, которая сложилась в Республике Коми вот весной этого года. Вот так можно работать с фабулой и сюжетом. Стоит ли этим заниматься до того, как мы начали работать с текстом? Ну, разные люди по-разному к этому подходят. На самом деле, если вы пишете не журналистский текст, тот же самый пост в социальной сети, да, у вас уже есть вся информация, у вас есть эмоциональный посыл, у вас нет обязанности как бы быть беспристрастными. Ну, в социальной сети, какая там беспристрастность, господи, там люди обмениваются эмоциями. Вот. Вполне можно, да, заранее это все продумать, сюжет как бы вот этого поста, какой-то там иронический или смешной, или наоборот там трагически усиливающий там кульминацию и какой-то выход, да, там ставьте колокольчик, подписывайтесь, там вот это все, это вполне, да, это кстати, да, ставьте колокольчик и подписывайтесь на наш канал. С фабулой, сюжетом понятно. Надеюсь. Я хотел даже привести пример, да, все мы любим там сериал «Игра престолов», вот его фабулу можно описать очень просто, да, то есть есть некий континент, на котором местные феодалы дерутся за власть, а претендент, у которого есть супероружие из 3 драконов, постепенно идет к этому континенту и все разрушает в самом конце. Все, вот она фабула «Игры престолов». Но сюжет-то там намного интереснее. Там же у каждого персонажа есть сюжетная линия, да. Взять ту же самую Матерь драконов, нашу Халиситу любимую. Это же развитие человека, который сначала как бы вступает в этот мир там невинной 13-летней девушки или там 16-летней в сериале, вот, и постепенно сталкивается с организационными проблемами. Она вынуждена быть правителем, она вынуждена быть военачальником. Реальность как бы больно бьет ее, потому что то, что она хочет сотворить с реальностью, и то, что получается, это получаются немного разные вещи, а заканчивается это все гранд-финалом в виде вот как бы спойлеры. Мы немножко поговорили даже об «Игре престолов», но перейдем к 3-му правилу, оно тоже литературное. Знаешь, да, мы просто сократим немножко. Дальше уже идут абсолютно технические вещи. Смотрите на ваш контент глазами читателя. Я иногда довольно грубо, но по существу говорю авторам: ребята, Лев Толстой у нас один, вот. А контента мы выпускаем там, если взять всю Россию, наверное, миллионы единиц контента в день. И, скорее всего, если вы сделаете очень сложное, длинное предложение с вкраплениями французской речи, вы очень сильно... Описание природы. Описание природы, дуб, да, вот расщепленный небо Аустерлица. Вот, скорее всего, вы тем самым очень сильно сузите свою аудиторию. Как бы правила, которые никогда не подводят, любое правило можно, конечно, нарушить, было бы ради чего. Правило, которое никогда не подводит: один абзац, одна мысль. Когда это уже на уровне больше к редакторам и больше на уровне редактуры, когда вы вычитываете текст, видите абзац, в котором вы и про папу, и про маму, и про выборы, и про, там, я не знаю, «Игру престолов», и «Небо Аустерлица», разбейте его, пожалуйста. А есть вещи, которые касаются, собственно, выстраивания, как бы, той речи, с помощью которой мы пишем, да. Например, я большой противник длинных цитат, если они не дают речевую характеристику героя. А если человек говорит жаргонизмами, вот у нас 7/7 большое издание, которое там
там работает на больше, чем 3 десятка регионов, и сотрудники тоже, они разбросаны по всей России. То есть мы считали там, по-моему, 2000 километров, там, что с севера на юг, что с запада на восток. И мы когда встречаемся, начинаем рассказывать и смешные вещи. Вот у нас в Черноземье там грядушка, там, да, или тигули, классные слова, это наши местные слова. Вот. А в других регионах их не понимают. С другой стороны, есть там жаргонизмы из других регионов, которые не понимаем мы. И вот вкрапление таких слов в цитаты, да, это речевая характеристика, она сразу привязывает человека к конкретной местности. А это уже дает герою бэкграунд, который можно вот буквально в 3-4 деталях как бы выразить, и не расписываешь, что человек родился там, вырос там в Черноземье и так далее. Но если герой у вас говорит какое-то предложение, которое можно вот в виде маленького рассказа, да, в виде косвенной речи, в виде рассказа от автора текста сделать, делайте выбор в эту сторону. Длинные цитаты с разговорной речью, они очень жестоко обрушают как бы динамику повествования. Цифры, то же самое, меньше цифр. Лучше сразу сделать инфографику, если... И правило, которое касается инфографик, тоже есть в наших 9 лайфхаках. Не делайте инфографику, которая повторяет ваш текст или повторяет то, что вы говорите там закадровым голосом на экране. Инфографика должна помогать читателю понять, о чем вы говорите, а не просто прочитать это в другом виде. То же самое, кстати, касается и фото. Если вы сомневаетесь в том, хорошо ли читается ваш текст, мой любимый лайфхак. Просто прочитайте его вслух. Прочитайте абзац вслух. В тот момент, когда вы останавливаетесь посреди предложения, чтобы перевести дух, да, то есть вот предложение, в котором мы рассказываем о событиях, предшествовавших событию, которое Господи, боже мой, я не смогу закончить. В этот момент вы точно понимаете, что лучше сократить, лучше ужать, лучше разбить на 2 и вообще написать по-другому. Вообще наше дыхание и речь вслух — это прям вот один из инструментов, которые вот помогают всегда, не только если вы делаете подкаст или пилите видосы. Для текстов тоже работает. Скажи, пожалуйста, ты как редактор крупного издания, как ты оцениваешь судьбу больших текстов? А сейчас все у нас в соцсетях, видики, подкастики и прочее. Вот лонгрид, насколько он живуч в 2021 году? У меня есть один совет. Сомневаетесь, нужен ли вам лонгрид, не пишите лонгрид. Мы экспериментальным путем, то есть просчитав статистику, выяснили, что 8000 знаков — это прям максимум, который средний читатель способен добежать до конца. Значит ли это, что лонгриды умерли? На самом деле нет. Я глубоко восхищаюсь проектом «Холод», который делает Таисия Бекбулатова, потому что они делают только лонгриды, они делают огромные тексты. И тем не менее, это проект успешный, это проект, который читают, это проект, за которым следят с интересом. Еще более любимая история — проект «Люди Байкала». Региональный проект, тоже состоящий из лонгридов, про регионы, которые вот вокруг Байкала, там Иркутск, Улан-Удэ и так далее. И его тоже читают, он тоже любим читателями. И мне приятнее всего, когда мы на 7/7 тоже выпускаем большой текст, мы выпускаем тильду, мы выпускаем какую-то политическую аналитику. И я смотрю статистику и вижу, что 1000 читателей потратили на этот текст там 7-8 минут. Поэтому лонгрид — это инструмент, с помощью которого мы можем рассказать историю, в которой много героев, много деталей, в которой сложный сюжет. Ну, вы не можете «Игру престолов», вот эти вот 9 там книг, 3 из которых еще не дописаны, пользуясь случаем, передаю привет Джорджу Мартину, мы не можем их уложить там даже вот в фильм там масштаба «Дюны», там, да, там почти 3 часа, который идет. Все равно этого хронометража не хватит. Если вы понимаете, что у вас такая история, да, можно сделать лонгрид. Если ваши читатели любят читать, если ваши читатели, там, условно говоря, 35+, и вы это знаете, они прочитают лонгрид. Будет ли лонгрид читать молодая аудитория? Тоже будет, но если этот лонгрид захватит их, захватит сюжетом. В этом отношении я очень люблю там разные сериалы, и я иногда от этого страдаю. Я читаю комментарии под сериалами, и я вижу, что аудитория всегда видит серии филлеры, те, которые чисто ради хронометража были вставлены. Сериал в середине провисает, динамики нет и так далее. Вот если у вас в вашем лонгриде такая же середина, провисла, динамики нет, серии филлера, зачем это надо было?
не пишите лонгрид, сделайте что-то другое. Если вы осознаете, что вы можете держать внимание читателя на протяжении всех там 10, 12, 20, 60 тысяч знаков, сделайте это. Самый большой лонгрид, по-моему, на 60 тысяч знаков. Ничего себе. И его читали. А скажи, пожалуйста, когда не стоит браться за тему или текст? Вот мы как раз немного говорили сегодня об этом. Не стоит браться за тему или текст, если вы ощущаете, что вы не докопаете ее, вы не дотянете ее до конца. Потому что если в вас она не откликается. Написать текст потому что надо, вот особенно написать лонгрид потому что надо, читатель это словит моментально. Эти инструменты, о которых я рассказал, да, вот там сюжет, тема, там вот, короткие там предложения, там абзацы и так далее, они помогут вам сделать достаточно хороший контент, но по-настоящему классный контент вы сделаете только когда вы верите в то, о чем вы пишете. Вы горите этой темой, вы хотите разобраться, вы хотите докопаться и вы хотите об этом рассказать. Без этого, я уверен, всегда есть тема, о которой вы хотите написать, но не та, про которую надо. Отличное завершение. Спасибо большое. Спасибо.